Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. После лесных пожаров леса восстанавливаются десятки лет. Огненная стихия уничтожает сложившуюся экосистему. В огне погибает много животных, пропадает их кормовая база. Из-за недостатка пищи уцелевшие животные мигрируют в соседние территории. Нередки случаи прихода хищников в населенные пункты. Какие меры предпринимают на местах в целях защиты населения от нападений животных, мы узнаем у гостя студии Анатолия Попова, заместителя руководителя департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Минэкологии Республики. Анатолий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлом году леса Якутии горели на площади более 8 миллионов гектаров. Какой ущерб был нанесен природе региона тогда и сколько животных могло погибнуть в огне? Ну, действительно, в прошлом году у нас очень за последние годы максимальная площадь была подвержена лесным пожарам. Но я сейчас хочу именно по воздействию на животный мир. Конечно, животный мир пострадал. Но давайте посмотрим цифрами. К примеру, у нас охотничьи угодья, которые являются основной средой обитания диких животных, составляют 226 миллионов гектар. А лесным пожарам подвержено 8 миллионов гектар. Это получается где-то 3,5% от всего охотничьих угодий среды обитания диких животных. То есть такого огромного воздействия на среду обитания, как такого не было. И у нас животные, в основном, все они инстинктивно чувствуют приближение пожаров. И основная масса животных, они мигрируют, уходят на другую территорию. Более такое, конечно, при быстром приближении пожара, это детеныши и основная мелкие животные, мелкие грызуны, детеныши крупных животных и боровая дичь. Тоже основная это детеныши боровой дичи, выводок боровой дичи, они в основном достаточно пострадали. И если например, посмотреть на цифры, как такой ущерб мы, конечно, устанавливаем по результатам мониторинга, учетных работ. Также сейчас именно конкретно как пример ущерба, исследование сейчас, научное исследование ведет Институт биологии в Горном Улусе. И там конкретно потому что у нас из центральных улусов очень сильно подвержен Горный Улус, сейчас там исследовательскую работу проводят. А так, если по учетным данным, если посмотреть, конечно, на боровую дичь, чувствуется, что сказалось. Например, по учетным данным, у нас в 2021 году глухарь было 731 миллион особей, а сейчас 531 тысяч, извиняюсь, 731 тысяч было в прошлом году, а в этом году 531 тысяч. То есть где-то на 20% снижение получается. Тетерев 263 тысячи, но тут почему-то учетные данные показали повышение 287 тысяч. Рябчик 844, в этом году 615 тысяч. То есть чувствуется, А по копытным, для примера, например, по лосю, к примеру, возьмем, в прошлом году было 128 тысяч, а в этом году 126 тысяч. По косуле 57 тысяч, а в этом году 52 тысячи. Незначительное, конечно, чувствуется, снижение. Чувствуется, что, конечно, подвержение, но такого катастрофического снижения нету. И по боровой дичи, и по копытным тоже такого нету. И если например, мы хотим ввести ограничения, снижается численность, надо ввести ограничения, то это мы пока не можем ввести, потому что мы должны показать тенденцию снижения численности за 3 года, и сниженность должна быть на 50%. Это по новым изменениям в законе об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.
А когда начнется оценка ущерба от лесных пожаров этим летом и как проводится такая работа? Ну, как я уже сказал, да, оценку мы проводим по каждому охотугодию по учетным данным. Это то, что касается животных. Да. Конечно, у нас охотничьи угодья разделяются. Есть общедоступные охотничьи угодья, закрепленные охотничьи угодья, особо охраняемые природные территории. Да. И по каждому охотугодию это в отдельности. В отдельности по учетным данным разные эти данные появляются. И у нас различается, да, например, по сравнению с прошлым годом, квотирование животных, установление лимитов. Но установление лимитов в основном по республике почти что как в прошлом году, даже есть тенденция увеличения. Да? Но отдельно по хозяйствам, да, по закрепленным охотничьим угодьям, по общедоступным, есть расхождение именно по вот местам, где сильно подвержены были лесным пожарам. Но при этом хочу сказать, что, конечно, для древесной растительности ущерб восстановления будет, достаточно много лет потребуется, да? Но кустарники, да, молодая поросль, они появляются уже в следующем же году. И наоборот, вот эта территория, наоборот, становится местом для прихода миграции животных, копытные, грузины, они все приходят, вслед за ними хищники. И вот эти места, подверженные пожарам в следующем году, в последующих годах, они наоборот становятся излюбленным местом обитания вот этих животных. Наоборот, мы можем посмотреть, например, в этом году численность в конкретном охотугодии меньше стала, а в следующем, через 2 года, наоборот, может быть даже двукратное увеличение численности возможно. А как влияют лесные пожары на численность популяции животных? Может, еще как-то по-другому? Ну, как я сказал, да, конечно, если очень сильная подверженность, да, лесным пожарам, конечно, влияет, животные уходят. Но что касается нашей республики, у нас, я как сказал, да, всего 3,5% от площади охотугодий подвержено, да, и поэтому животным есть куда мигрировать, да, места есть, где можно мигрировать. Конечно, при миграции на другую территорию происходит межвидовой конфликт. Это касается особенно хищников. А по копытным, по другим видам особого такого конфликта нету, да, сильного конфликта. И поэтому в части нас такого сильного катастрофического влияния лесных пожаров не оказала. Конечно, она оказала в какой-то мере, да, но не такой сильный. И части животных, они быстро восстанавливаются. Например, боровая дичь, у них выводок до 10 детенышей, может быть, да, 6, 7, 8. И они быстро восстанавливаются. После того, как численность снижается, потом может быстро восстановиться. Департамент охотничьего хозяйства ежегодно выделяют квоты на сезон охоты. Как проводится работа в этом направлении? Мы ежегодно квоты устанавливаем, да, на основании учетных данных. И на основании учетных данных мы устанавливаем квоты на основании нормативов допустимой добычи. И в этом году у нас лимиты уже утверждены распоряжением главы 29 июля. И все данные по лимитам и квотам мы установлены на нашем сайте. Все, кто интересуется, может зайти и посмотреть на сайте. И хотел бы сказать, что лимиты у нас практически соизмеримы с прошлым годом. Даже по некоторым видам есть тенденция увеличения. Как проводится учет животных? Вы сказали, что на каждом охотничьем угодье проводится оценка. Да, но основной метод у нас в республике, да, у нас основным методом является зимний маршрутный учет численности животных. Эта методика утверждена Минприродой России. И то, что касается
тундровых популяций дикого северного оленя, снежного барана. Туда применяется основной метод авиаучета. Да, основной метод это только авиаучет. И есть животные, да, которые у нас подвержены, ну, невозможно зимним маршрутным учетом. Да? Это, к примеру, бурый медведь. И пока по бурому медведю мы можем применить только анкетно-опросный учет. И сейчас, к примеру, анкетно-опросный учет, конечно, у нас ведется респондентами, да, людьми. И если вот, конечно, там полную картину мы не можем сказать, но экстраполировать, да, и оценку, научную оценку можем сказать. И по научным оценкам, да, около 19 тысяч особей бурого медведя у нас по республике. А как мигрируют медведи во время пожара? Как они себя ведут? Ну, конечно, они мигрируют, да, уходят чувствуют приближение огня, уходят на другую территорию. И, конечно, это медведь, это животное, которое имеет свою территорию. И при переходе на другую территорию уже, конечно, да, будет межвидовой конфликт, то есть кто-то из сильнейших займет эту территорию. Ну, то есть кто-то из животных, да, начнет это между собой выяснять отношения. Также, конечно, да, вот говорят, что из-за лесных пожаров участились выходы бурых медведей в населенные пункты, к людям. Да. Но хотел бы сказать, что вот эта ситуация выхода медведей к людям, населенным пунктам, она ежегодная, ну, почти тенденция она одинаковая. Конечно, чуть-чуть увеличилась, последние годы увеличилась. Ну, к примеру, если посчитать, да, вот мы при возникновении угрозы от бурого медведя мы оперативно за день выносим решение о устранении медведя, да? Выносим решение о регулировании его численности. А в этом году 112 решений. Но давайте иметь в виду, что у нас еще лето, почти середина, да? Ну, еще лето еще не закончилось. Август, сентябрь, у нас еще 2 месяца. И если сравнить по сравнению с прошлым годом, ну, тенденция почти одинаковая. Вот 183 решения в прошлом году, ну, за весь период. И 112 у нас еще большая половина лета как бы прошла, да? То есть еще у нас возникнут угрозы, то есть мы даже догоним эту цифру, ну, почти будет одинаково, наверное, да? По вынесению решений, по возникновению фактов угрозы от бурых медведей. И бурый медведь, конечно, он очень много мотивов, да, почему бурый медведь выходит к населенным пунктам, к людям. Это, конечно, в поисках пищи. И, конечно, есть и факты того, что он от пожаров тоже выходит к людям. Да? Но в основном это от поисков пищи. Очень мотивируют его эти запахи, свалки, да, пищевые отходы. Около, вот, где люди ходят, ну, базы, чайные, там запах, чувствуется запах пищи. Они вот всегда приходят вот из-за таких вот мотивов. Летнее время, к примеру. А в основном в летнее время медведь, у него корма как бы достаточно, да, в летнее время, но особенно не старается сильно специально охотиться за людьми, специально выходить на людей. Они не, ну, таких фактов нету. Просто он при встрече с людьми, да, возможно, он может почувствовать угрозу и может быть возникнуть нападение, да. А так медведь особенно опасен в весеннее время, да, когда он выходит из берлоги, когда он голодный, и основное у него нападение идет на сельскохозяйственных животных. А так летом надо просто вот избегать места, да. Ну, есть меры предосторожности, которые у нас, рекомендации у нас установлены на сайте дирекции биологических ресурсов. Да? Там могут почитать. Так, конечно, не надо вот, выбрасывать отходы, надо утилизировать отходы, не подкармливать животных около дорог, особенно, да, подкармливать животных.
И к примеру, если вот посчитать, да, и прямое нападение на человека, да, в этом году у нас пока нету таких фактов. В прошлом году был факт нападения на рыбака, но он из-за того, что у него это на запах рыбы как бы пришел, да, в Среднеколымском улусе. Ну, слава богу, человек в живых остался. И ну, как бы при таких ситуациях мы оперативно выносим решение, и медведь устраняется. А так ежегодно, конечно, бывает, но единичные случаи. У нас каждый год по одному, по два случая, да, вот случаи нападения на человека. А так таких случаев не возникает. Просто люди сразу при появлении близ населенных пунктов оповещают нас, и сразу же мы выносим решение о регулировании численности. А какие вот меры предосторожности необходимо соблюдать гражданам в лесу? Ну, как я уже говорил, да, более подробные рекомендации у нас размещены на сайте дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий. Да. Так, если вкратце, если вот сказать, да, конечно, желательно, если вот в лесу находитесь, да, надо ну, не одному, а громко разговаривать, шуметь, даже рекомендуют колокольчик установить, да, чтобы был шум, и медведь думал, что понимал, что есть вот люди, и надо немножко отходить, как бы, да. Он же тоже понимает, что опасность. Да, ну, возможно, может быть опасность. Также, когда находитесь в лесу, утилизировать отходы, сильно, как бы, не принимать меры, чтобы еда не приманивала запахом, да. Также и рыба, да, вот рыболовом тоже так же, да. Надо принимать меры, чтобы запах рыбы не приманивал медведя. Также, ну, использовать, конечно, есть средства отпугивающих, ну, запах, да, которые и есть фальшфайеры, да, надо использовать, ну, надо с собой как бы иметь, да. Также при непосредственном встрече с медведем, да, не надо паниковать, не надо как бы кричать, визжать, да, сильно, а как бы спокойно отходить от этого места. Но по каждому конкретному случаю нету таких прямых рекомендаций, что это 100% поможет, да? Но какие-то меры надо принимать, конечно. Анатолий Семенович, спасибо, что ответили на наши вопросы. А я напомню, мы сегодня поговорили о влиянии лесных пожаров на животных. Оставайтесь с нами.